Группа туристов из Коми покорила порожистые реки Кольского полуострова. Водный поход протяженностью свыше 90 километров длился 10 дней. 8 туристов из Ухты и Сыктывкара учились преодолевать пороги высотой более 3 метров. Теперь бывалые путешественники смогут применить полученные умения уже в родной республике. Что открывают для себя туристы из Коми, как наш край может открыться любителям отдыха среди рек, гор и лесов, расскажет Роман Кирпа. 1,5 недели среди знакомой, почти что родной природы Мурманской области провели 4 сыктывкарцев и столько же ухтинцев. На Кольский полуостров приехали не чтобы рассматривать виды, чтобы научиться укрощать течение и проходить водные пороги на реках Тунцайоке, Кутсайоке и Тучма. Некоторые из водных преград достигают 3 метров. Именно в преодолении таких препятствий на катамаранах упражнялись в походе в зачет инструкторских званий. Организовали его Коми-республиканское отделение Русского географического общества и турклуб «Белая вода». Бросили вызов стихии и мастера спорта, и новички. Сплав прошел очень хорошо. Очень была дружная команда Сыктывкара. Прошли множество порогов, опасных 14. Было безумно страшно, особенно перед первым, после первого еще страшнее. Но в целом все прошло очень хорошо. Впечатления были потрясающие, то есть эйфория, радость, все испытали, страх. Суровые, прекрасные северные края притягивают туристов. Они будто заново открывают для себя наши красоты, неизведанные таежные леса, медитативный простор тундры, резвые реки, светлое небо белых ночей, живописные предгорья Урала, вершины каменного пояса России. Республика Коми тоже может увлекать и удивлять и начинающих, и бывалых туристов, которые не привыкли лежать в номере отеля, а отдыхают активно. В республике, в Ухте, неважно, на любой территории есть изюм крупный и есть изюм мелкий в отношении, конечно же, объектов туристского показа. Туристы, благо есть поток, он увеличивается, они едут за крупным изюмом. То есть это, безусловно, плато Мань-Пупунер их интересует, какие-то горные выходы, там многие направляются на Воркуту, прям поток интересно посмотреть горы. Но есть примечательные места, о которых больше знают местные, нежели заядлые путешественники. В самой Ухте, к примеру, летом красоты родного края открывают юным горожанам в секции туризма Центра творчества имени Корчевского. На протяжении 5 дней ребята сплавляются по маршруту Тобысь-Ухта. Юные туристы увлекаются настолько, что отправляются на сплав вновь. И даже не в следующее лето, а в следующую неделю. Прикольно, им нравится все это. Не первый раз я вижу то, что им нравится, они всегда хотят. Кто-то приходит на следующий год, кто-то на следующую неделю, бывает, приходит. С востока на запад легендарные столпы выветривания на плато Мань-Пупунер, Печора-Илчский заповедник с его диковинками, Полярный Урал, Национальный парк Юготва. И это только те названия, что звучат громко и часто. О них знают далеко за пределами Коми. А сколько есть еще малоизведанных маршрутов, до скольких местечек добираются самые искушенные туристы? Ответы на эти вопросы можно найти, лишь отправившись в путь. Роман Кирпа, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.